Ойлатқан талай-талай өтті-ау күндер алыс. Міне бүгін бізде үй-жай, ол да біздің парыз. Өз үйіміз бір отан береке. Қандай қызық бір қыдырсаң жанұяңмен бірге. Аман болсын ата-анамыз, бізді өсіріп баптаған. Аман жүрсін бауырымыз, алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған. Ең керегі тату тәтті болсын менің жанұям. Жаным сен қолыма гүл боп біттің менің. Тосу менен өтті талай күнің менен түнің. Шаршап келсем жұмыстан мен үйге, жадырап сен қарсы аласың нұрың шашқан күнім. Аман болсын ата-анамыз, бізді өсіріп баптаған. Аман жүрсін бауырымыз, алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған. Ең керегі тату тәтті болсын менің жанұям. Жанұяның бір қызығы арадағы бала. Онсыз үйде болған емес құт береке сірә. Жастайымнан еркелетіп өсірген. Аман болшы теңдесі жоқ ата менен ана. Аман болсын ата-анамыз, бізді өсіріп баптаған. Аман жүрсін бауырымыз, алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған. Ең керегі тату тәтті болсын менің жанұям. Саламатсыз ба балалар? Так, құрметті ата-аналар, келіңіздер. Мен оны бір өте жақсы білемін. Айтып кетейін, 2017 жылға бастап с 2017 года на базе школы администрации лицея было решено провести профилизацию, профилизационную работу. Елбасы айтып кетті ғой бірінші послание, да, 2016 жылда, что любая школа, любое учебное заведение, особенно среднее общеобразовательное, должна дать какой-то начальный профиль
начальный профиль по какой-то специализации. Вы посмотрите, подумали. У нас неплохо, у нас не общеобразовательная школа, а школа-лицей, естественно-научного цикла. Это, в первую очередь, углубленное изучение математики, физики, химии, биологии, географии. Неплохие учителя математического цикла, достойные учителя, химики, биологи, очень достойные. И мы решили открыть профилизацию медицинского профиля. 10-11 класс разбит на две параметры. Вы знаете, вы наши родные. Это химико-биологический профиль и физико-математический. Химико-биологический профиль. В 2017 году заключен меморандум с университетом, медицинским университетом Астана. И буквально недавно, в этом году, физико-математический профиль с Казанским аграрно-техническим университетом. Там они проходят специализацию, будут со второй четверти. Это информатизация, программирование, экономика, физико-математический профиль. А университет Астана, медицинский университет, это химический университет. И открытая уникальность нашей школы по такому кластеру, по химико-биологическому, например. Вот Нелли Маратовна представляет, учителя вот находятся рядом. Начиная с начального блока. Начальный блок у нас называется азбука Айболит. Средний блок у нас здоровый образ жизни, да, ОБЖ. И старший блок у нас медицина. Вот сейчас давайте мы послушаем наших детей, чем будем рекламировать сами. Так? Где мы казахшам орысшам это верно? Кішкене дауыстарыңыз мен сияқты көтеріп отырыңдар, сізді естілмейатыр. Может микрофон болса, микрофон болсын. Глеб Алтайна, Жанар Серекуна, жақынырақ келіңіздерші, выставканы көрсетпейсіз бе? Микрофондарыңыз жоқ па? Балалар естілмейатыр. Соны тексеріп жібересіз бе? Бұл баланың бәрі жақсы, тек қана басы ғана қызып тұр. Оның қызуын ғана көру керек градусникпен. Оның қызуы 37-де 1. Өтінемін, бұл баланы терапевтке апарыңыз. Ол балалардың дәрігері. Маған бас дәрігері терапевт апарыңыз деді. Бұл баланың қызуы неше? 37-де 1. Ол температурасы көтеріліп тұр. Оған дәрілер ішу керек. Мысалы, дәрігер жазынышы. Жемішіде көп жеу керек. Және тағы да көп. Және оған ыстық сүт ішу керек. Витамин ішу керек. Витамин D ішу керек. Және тағы да өте жеміс-жидекті көп жеу керек. Енді оны хирургқа апармын. Ал жақсы, кешіресіз, рахмет. Дәрігеріңіз өте жақсы екен. Біз ойлаймыз бәріміз мынау бала досталып, ертең академиямыз жақсы болып бала. Кішкентай бала ғой, да? 1-2 жастағы ма? Соны бәрін қалай баланы енді емделу керегін қайдан оқып жүрсіз, қайдан білетін боласыңдар? Кім үйретіп жүрсізді? Бізді өзіміздің апайымыз Анагүл Бақытжан қызы үйретіп жүрген. Өйткені баланың қызу болғанда оған қызуға арналған дәрілерді беріп, немесе оны терапевтке апарып дәрі жаздыру керек. Өйткені балалардың қызуы тез көтеріледі және тез басады. Жақсы, рахмет. А өздеріңіз, допустим, өзіңіз ауырып қалғаныңызда қандай дәрі ішетінін білесіңдер ме? Кім үйретеді сізді? Үйдегілер? Аналарымыз, әкелеріміз. Өзіңіз аптекаға бармайсыз ғой? Өзіңіз дәрі сатып алмайсыз? Өйткені біз ауырып тұрмыз, қаттырақ ауырып қаламыз. Анамыз әкемізді дәріханаға жұмсайды. Дәрі алып кел балама деді. Дұрыс.
Ну, керек дәрілерді алып келеді. Дұрыс дәрі ішетін болғаны, енді қарау керек, біріншіден неден қарау керек ана, любой дәріні сатып алғанда? Бірінші оның қай жылы жасалғанын және қай жылға дейін созылғанын қарау керек. Жақсы, рахмет. Дұрыс па? Солай ретір білсін ба балар? Сәттілік. Жақсы, рахмет. Так, бер жағына барайық. Сәлематсыздар ма балар? Сәлематсыз. Так, уақыттаңыз 1-2 минут қана. Ал, өндіресіз бе? Менің атым Сізхандария. Сен қай сыныптан келдің? Мен 4-ші А сыныбынан келдім. Саған не болды? Мен қолымды жарақатталдым. Мейірбек жаным. Осы түріне сабаққа баратын болды ма? Аталарын шақырмайсыздар ма? Шақырамыз. Ну, байлап атқан мұна маған кішкене ұнамай отыр. Ана бинттер бәрі қоқым-шоқым бер жағына шығып тұрғаны. Кішкене бұлай дұрыстап, жоқ, ертең дәрігер болғанда үйретер сізді. Так. Осы тұрған міне 5 бала, қай сыныптардан? 4-ші сыныптардан? 1-ші адам. Иә, 5-еу тұрсыңдар. Ертең болашақта дәрігер болатын ондай ойлаңыздар бар ма? Иә. Кім деп? Кім дәрігер болайын деп тұр? Да? Үшеуіңізді. Дәрігердің сонда кім дәрігердің әртүрлі болады? Хирург. Сізші? Дантист. Так, сізші? Жақсы. Рахмет, сұрақтарыңыз бар ма? Так, осы пока дәрігер ертең ауырып қалмайды. Дай саптасын. Но бірақ бізде емдейтін адамдар бар екен болашақта. Ертең пенсия шыққанда енді спокойно барамыз. Өзіміздің балаларымызбен. Ал енді бер жағына келейік. Сәлематсыздар ма? Добрый день. Так, здесь у нас уже старший класс. Это уже Авиценны, которые обучаются в нашем университете медицинского Астана. Так, у вас 2-3 минуты, может 5 минут. Что вы нам расскажете, покажете? Хотите показать вам азы оказания медицинской помощи. Первый медицинской помощи. Оказание первой медицинской помощи при переломе ключицы. Для начала, уважаемые родители, поближе подойдите. Для начала необходимо зафиксировать руку в согнутом положении. Вам всегда некогда, но хоть здесь будете знать, напомнят вам оказание первой помощи. Положив ватный валик в подмышечную область. Это при какой болезни? При переломе ключицы. Ой, бай. Ага. Открытый перелом, я смотрю. Открытый перелом. Накладываем повязку. Можно косыночную повязку. Если это открытый перелом, то нужно обработать рану и наложить маленькую повязку. А чем вы обрабатываете рану? Ну, если это подручное средство, то можно очищенной водой или же перекисью водорода. Все правильно. Но не йодом, не зеленкой, правильно? Йодом, не зеленкой. Молодец. Поняли, да? А то вы чуть-чуть видите сразу зеленка он да, жанр зеленый. Как делать правильный укол? Да. Ага, нам кажется, что каждый человек должен знать, как делать уколы. Перед тем, как делать уколы, мы обязательно, во-первых, мы используем одноразовые шприцы. Перед тем, как делать укол, мы визуально делим ягодицу на 4 части. Верхний угол мы делим также визуально на 4 части. И в самый верхний угол
Мы перед тем, как делать укол, мы смачиваем бинт, либо же ватку спиртовым раствором, либо же берем спиртовую салфетку уже готовую. Мы смачиваем место, куда мы будем вводить укол, набираем лекарство. После того, как мы набрали лекарство, мы обязательно выпускаем воздух. Укол мы обязательно должны вводить под градусом 90, потому что если ввести вправо или влево, то как бы уже укол не будет рассасываться и могут появиться шишки, которые в дальнейшем будут болеть. То есть мы медленно вводим шприц, далее вводим инъекцию, медленно вытаскиваем и прижимаем. Желательно посильнее. Да, ровно на 90 градусов. Прижимаем, чтобы, да? Чтобы кровь быстрее остановилась, можно посильнее нажимать. А человек при этом лежит или стоит, или без разницы? Ну, вообще с детям желательно делать лежа, но взрослые как бы могут стоя делать. Да. Вот знаете, вот здесь, когда вот выбираете не середину ягодицы, да, а вот сюда выше. Да, здесь, сам. А здесь косточку нельзя попасть, косточку там задеть? Это безопасная. Это безопасная зона. Безопасная. Оказывается, мынаны төртке и еще төртке, да. Еще снегу терегелеете, да? Еще көтеріндегі. Енді абыны түсір. Так. Будем знать. Нет, нельзя. А здесь у нас вот находятся врачи с 10-й поликлиники. Так, никто не болеет? Так, сейчас попросим измерить температуру и сделать пару уколов. Можно лежа, можно стоя. Кому как хотелось. Джакса, что вы еще можете нам рассказать, показать? Мы бы хотели вам рассказать о том, что мы ходим на лекции в медицинский университет после занятий. По окончании всех занятий в медицинском университете, это биохимия, латинский язык и так далее, мы получаем сертификат об окончании курсов в медицинском университете. Этот сертификат далее в будущем нам очень помогает. Например, если есть выбор между двумя девочками, кого взять в медицинский университет, если мы показываем, что мы уже там учились, а у нас будут одинаковые баллы, если значит нас возьмут. Здравствуйте, дорогие гости! Я вам представлю, как показывать, как делать уколы внутривенно. Мы должны завязать место чуть выше место укола. Мы должны его сильно завязать. Человек должен поработать рукой, чтобы вена набухла. Ее будет видно невооруженным глазом. И мы должны потрогать, будет чувствоваться пульс, будет чувствоваться вена. Потом мы набираем лекарства, обязательно вводим воздух, обрабатываем место спиртом. Спирт смаченный должен быть в ватке или бинтом. Мы обрабатываем это место, находим эту вену. Мы должны вводить не под каким углом, мы должны прямо прилегать к коже. Мы должны ввести и должны потянуть чуть-чуть на себя. Если ты попал в вену, то кровь хлынет, будет ее видно вот здесь. Потом мы должны ввести, снять повязку, а потом вводить лекарство медленно и плавно. И закрыть. Чуть-чуть прижать, и человек должен зажать руку, чтобы кровь не текла. Лучше все это время он зажать, нет? Нет. Поработать. Мы можем также вам рассказать про ожоги или обморожение. Если вам интересно, такое часто происходит в домашних условиях, те же ожоги. Существует 4 степени ожогов. Первая степень просто покраснение кожи, вторая степень волдыри, третья степень волдыри лопнули, и четвертая степень уже обугливание кожи. Первая и вторая степень часто происходит дома. Что в этом случае делать? Можно просто поместить, например, руку, если вы выбрали просто под проточную холодную воду. Скоро вызывается в том случае, если ожоги 3-4 степени, ожоги около или дыхательных путей, ожоги у ребенка или когда больше 5 единиц тела. 1 единица тела – это ваша ладонь. Третья степень ожогов – это когда волдыри, лопнувшие волдыри, извиняюсь. Когда волдыри лопнули, нельзя в любом случае начинать как-то трогать эту рану именно руками, обрабатывать чем-то зеленкой, это уже открытая рана. Вы можете набрать, например, ведро воды холодной и опустить туда руку. И далее вызываем скорую. 4-я степень делается все точно так же, но это уже крайне редко происходит. Просто по рефлексу, потому что когда вы обжигаете, вы сразу убираете руку.
пост. Если ожог у ребенка, самое главное, запомните на будущее, нельзя мазать ожоги маслом, мазями. Очень много ошибочно все начинают мазать пастой, растительным маслом. Это запрещено, нельзя. Это, например, те же мази для ожогов, чтобы для заживления, делать уже после оказания первой помощи. То есть вы обработали все, например, вот поместили под холодную воду, уже спустя пару часов вы мажете мазью, чтобы кожа восстановилась. Среднее восстановление ожогов это 48 часов, если первая, вторая степень, и далее идет. Такой вопрос. Вам можно? Наверное, будет интересно родителям услышать. Вот кроме тех занятий, учебной нагрузки по ГУСу, которую проходит по биологии, по химии, вот университет медицинский Астана. Какие дополнительные занятия вы там проходите и сколько раз в неделю? В среднем занятия проходят 2-3 раза в неделю. После школы мы от часа до 2 сидим на лекциях. Там есть разные. Это физиология, анатомия, биохимия, молекулярная биология, латинский язык. Разные учителя. Мы ходим в медицинский университет, который находится на Сарарке, и медицинский университет, который находится на Бибичлике. По окончании каждого раздела мы проходим экзамен. Там считаются баллы. Суммарно баллы за все эти разделы мы получаем, собственно, сертификат. Если хорошо и все закончили. Так, сұрақтарыңыз бар ма? Интересно? Да, В наше время таких возможностей не было. А только получается 9, 10, 11 класс? Нет, только 10 и 11 класс. 9 классы у нас предпрофильные. Профильными является по закону это 10 и 11 класс. 10 и 11 класс. Что-то есть добавить еще пару слов? Нет. Как родители, у вас по согласованию с родителями вы разделились на физико-математические профили и химико-биологические? Уже По вашему собственному Помимо медицинского универа Астана, мы проходим дополнительные занятия в школе. У нас есть дополнительные уроки биологии и химии, решение химических задач и генетика. Можно вопрос? Да. При поступлении в мединститут какие-нибудь есть? В основном льготы, которые есть, например, если между мной и еще одна девочка выбирает, кого взять в медицинский университет, у нас одинаковая головка по ЮНТ, я, например, показываю сертификат, что я уже тут училась, я знаю, как это все проходит, и с большей вероятностью возьмут меня. Замечательно. Еще я вам хочу добавить. Сейчас вот, допустим, утратила свою значимость алтын белгі үздік. Допустим, сіздің баланс, менің баланс. Олар БТ-ні тапсырып жатыр, 120-дан екеуміз алып жатырмыз. Бірақ сіздің баланс, менікі, допустим, алтын белгі болса да, алтын белгі болсын, сіздікі алтын белгі жоқ. Мұнда тек қана 120-дан болса, мүмкін алтын белгі аласың. Айзада, чуть меньше сделайте. Ал енді бер жағында екі бала түсіп жатқанда 120-дан алып жатыр ма? Сосын, допустим, медицинский профиль. Медицинский профиль. Ана баланың қолында сертификаты бар ма? Ол кішкене жолы ашылып береді. Көмегі бар. Мектепте оқыған. Да. Ол мектепте емес, университетте оқып шықты. 2 жыл оқып шығады. 2 жыл оқып. Мектепте олар оқып жүр. Бір жетіде 2-3 рет барып жүр сабақтарына. Ана не дейді? Анатомия, латиница, потом какие? Физиология. Да. Ал енді құрметті ата-аналар, бер жағына кіріп отырармыз. Қазір не библиотека мен спортзалда кіріп шығайық қазір. Бір-екі минут.
газетте жазып тұрған татулық, махаббат, бақыт, терпение. Олардың өздері шығарды ма или дайын қағазда жабастырып салған ма? Өздері? Сен емес. Бағанағы барлығы сұрақ қойған кезде осы сөздерде айтылды ғой. Солардан құрылған бір үлгілі отбасы. Жақсы, рахмет. Как говорю, замечательный дом ребята построили, да, вот как раз вот именно из счастья, из дружбы. Но для того, чтобы ваш дом был крепким, дружным, нужно соблюдать 3 самые главные функции семьи. Первая функция, ребята, это репродуктивная функция, заключается в рождении детей, продолжение человеческого рода. Следующая функция – экономическая функция семьи. Это умение правильно вести свой семейный бюджет. Третья функция – это воспитательная функция, когда каждый член семьи взаимодействует друг на друга, когда родители могут воспитывать своих детей, а дети тоже смотрят на своих родителей и тоже принимают активное участие в воспитании уже самих родителей. То есть это все одна цель, это все взаимосвязанная цель. Следующая важная функция семьи – коммуникативная функция, когда каждый член семьи должен общаться между собой друг с другом, когда необходимо производить посредничество между средствами массовой информации, выходить в общество, чтобы семья всегда находилась в тесном контакте между всеми этими звеньями. И еще очень важная функция, ребята, как раз таки взаимоподдержка друг друга в семье. Каждый должен поддерживать, каждый член семьи должен поддерживать друг друга. А как вы думаете, скажите, ребят, как можно сделать свою семью счастливой и каким образом именно вы можете помочь своей семье оставаться крепкой и оставаться дружной? Пожалуйста, как вы думаете? Прошу. Помощь родителям и разделение бытовых обязанностей. Совершенно верно. Еще. Проявление заботы, спрашивать, как у них прошел день, интересоваться их жизнью. Хорошо, хорошо. Доверие и забота друг о друге. Ведь если они заботятся друг о друге, то никто этого делать не будет. Если мы спрашиваем их, как прошел день, как они себя чувствуют, помогать им в любых, даже самых маленьких бытовых мелочах, то они уже начнут смотреть на нас более осознанно, и тогда мы сможем помогать друг другу, если будем относиться друг к другу. Молодец, хорошо. Вы сами соблюдаете это дома? Да. Каким образом? У нас лично в моей семье, я и мама, и у нас есть небольшая традиция, то, что мы всегда, получается, употребляем еду вместе. То есть за столом мы всегда находимся вместе. И во время приема пищи мы спрашиваем друг у друга, как прошел день. Я могу рассказать, что у меня случилось в школе, также и она открыта, мы уже дошли до того момента, когда она может рассказать мне про то, что у нее случилось на работе, например. Какое-то непонимание с сотрудниками или еще что-то. И также у нас есть, то есть когда я понимаю, что у меня очень загруженный день на работе, я беру больше бытовых обязанностей, чем вообще на самом деле. Нет. А допустим, в школе у вас такой возможности нет. Там у вас 10-15 минут пообедать. Если вы будете общаться, разговаривать, и питание, обед оценить. А вы знаете, очень интересно, мальчик сказал, домашние, да, вы не забыли туда. Скажите, пожалуйста, как вы сами дома выполняете? Представьте имя и класс. Резаев Евгений, 9 класс. Я разделяю с родителями мелкие бытовые работы. Например, мойка посуды, уборка дома, выносить мусор, помогать младшему брату с уроками и в общем его поддерживать. Хорошо, нормально вы там говорите? Я вот так договорился, если только 10-11, 9 классы тоже есть, да? Значит, с 9 класса, ребята. Так, кто-то еще, ребята, может высказаться желает? Прошу. Конечно. Я считаю, что нужно просто говорить друг другу простые слова, как я тебя люблю, потому что любовь это для любви не важны никакие преграды. То есть я думаю, что именно эти слова подарят вам улыбку. И, например, мне будет приятно увидеть, как у моей мамы заблестели глаза от счастья. Мама, а папе вы говорите часто? Не забывайте ничего не значит. Это слова окрыляют, очень ободряют. Папе тоже роль играет. Папе тоже.
Мама всегда рядом, про папу тоже не забывает. Ну просто у меня в семье только мама. Извиняюсь, конечно, извиняюсь. Да, это в общем. Все, ребятки? Вы сказали, да? Ну вот как раз таки идя как раз по шагам только что сказанного, да? А дом, заставленный добром, еще не дом. И даже люстра над столом еще не дом. И на окне с живым цветком еще не дом. Когда вечерняя сгустится темнота, так это истинно понятно и проста, что от ладони до окна наполнен дом твоим теплом. Так, ребят, вы только что прослушали стихотворение, да, действительно, что семья — это не просто стены, это не просто дом. И у каждого из вас есть какие-то свое мнение определенное на этот счет. Вы растете, и прозвучало хорошее такое теплое стихотворение, и девочки здесь тоже, да, подготовили, прошу. Семья и дом, как свет и хлеб, родной очаг, земля и небо. Спасение даны тебе, каких бы ты и заботах не был. Пусть тороплив у жизни век, куда бы ни вела дорога, в твоей изменчивой судьбе прекрасней дара нет от Бога. Ата-ана асқақтау алдындағы, әрқашан асқақтайсың алдында әлі. Өзің берген өнеге тәрбиеңмен бақыттымыз жанға бауырындағы. Жылжи берші кезіңнен жасқанар, бөге алмас білім атты тас қамал. Отанның аяулысы боларсың, отан деген от басынан басталар. Уважаемые родители, у нас очень многие ребята, девчата, сами пишут стихи. Очень прекрасные, хорошие стихи. И вот не забудьте традицию. Вы можете публиковать и нужно публиковать. Вот президент школьный у нас сидит, да? Наш сайт школьный. Интересные произведения, сочинения, стихотворения. Вот сейчас вопрос. Это ваши собственные сочинения, нет? Или вы взяли из литературы? Взяли литературу. Но вы, по-моему, силы и сами сказать, да? Так вот. А арасында осылай бір айтып шығатын дайын баламыз бар ма? Есть кто может сейчас какое-то стихотворение, свое собственное сочинение? Ну хорошо. Вдохновение можно. Спасибо большое, девочки, спасибо. Вы, наверное, заметили, уважаемые гости, что наши юноши и девушки сидят раздельно. В этом есть какой-то некоторый подсмысл. Сейчас мы попробуем научить наших будущих семьянинов к будущей семейной жизни. Да? Мы будем пытаться планировать семейный бюджет, будем планировать составлять меню свое определенное. У каждой команды для этого имеются вот такие вот листы, имеются цветные маркеры. На протяжении 3 минут для каждой команды задания, первое, второе, третье задание, необходимо распределить эти задания внутри группы, чтобы за эти 3 минуты вы управились со всеми 3. Хорошо? Первое задание — счастливый случай. Предлагаем вспомнить членам каждой команды, то есть от команды счастливый случай. Счастливый случай из истории вашей. Самый замечательный день. Задание номер 2. Семейный ужин. Составьте меню на ужин в семье из 3 человек. И задание номер 3. Необходимо, допустим, дана условная сумма денег, 25 тысяч тенге, к примеру, перечень продуктов, промтоваров, коммунальных услуг. Дети планируют семейный бюджет, как раз на 1 месяц. Ваше время прошло. 2 маленьких стенда о воспитании. Тут Аслана вот, воспитывали и так далее. Я так посмотрю, Переменада бір 5 минут, 10 минут. Мұғалімдер қасында жоқ, бүгін алмайды. Поэтому у нас воспитание такое мероприятие, гражданское, патриотическое, национальные праздники. Пробуй, буду скоро вас. Поэтому зашел я здесь вот представитель попечительского совета, самые активные родители будут уже мы стали на эту страну, первый раз, да.
процесс мектеп деген ата-аналар деген бірге істемесе тәрбие бірдей болады. Үйден бастаса да, ал мектептен ата-ана уже жалғастырамыз. Вот нужна ваша помощь, уважаемые родители, в продолжении воспитательного процесса, как в школе, как дома. Но самое главное, мы переживаем, а как ведут себя наши дети на улице, в подъездах, правильно? Әртүрлі адамдар кездеседі ғой, встречаются по жизни различные люди. Дай Бог, чтобы больше встречались хорошие положительные люди. Сейчас вот ребята работают. Давайте мы немножко, если какие-то вопросы есть, именно воспитание тоже обсудим. И давайте мы позволим себе, если вы еще қатысып болмасаңыздар, бір сұрақтар қойсақ балаларға болады ғой? И балалардың бізге сұрақтарын қойса болады ғой? Вы позволите потом в течение процесса, чтобы мы были ближе к детям, да? Если несколько вопросов мы зададим нашим детям, и позволим задать себе и честно ответить на те вопросы, которые нам зададут дети. Правильно? Ведь дети за родителей, родители не выбирают, за родители не отвечают. В первую очередь это мы. Вот я вот хотел привести факт, я потом вам покажу, и где-нибудь на сайте мы подключим. Ага. Уважаете, да? Для меня одна семья – это близкие люди. Они друг друга любят, они друг друга уважают, А за что ты любил? потому что они меня любят, поддерживают, воспитывают, Я желаю нашей любви, самое главное здоровья и самого Я желаю себе всего наилучшего, чтобы они были здоровыми все, и чтобы они всегда были счастливы. Я желаю своей семье счастья, здоровья, чтобы у меня все было хорошо в моей семье. Я желаю своей семье самого наилучшего. Если команды готовы, поднимаем руку. Кто-то из команды. Так, начнем, наверное, мальчики. Давайте шансы, мальчики. Все, недорисовано, нечестно, все, убрали все маркеры. Здравствуйте, уважаемые гости. Я хотел бы рассказать про свой случай, самый счастливый. И это даже не назвать событием можно, потому что это было рождение моего младшего брата. Новый ребенок в семье – это счастливое, лучшее событие. Его рождение совпало с тем, что я пошел в первый класс. Мне было 7 лет, я был очень счастлив, когда у меня появился брат. Я до сих пор благодарю маму за то, что она родила мне младшего брата.
которому я сейчас являюсь поддержкой и опорой. На данном рисунке изображено меню ужина. Здесь написан наш фирменный рецепт, который передался нам от бабушки. Мы нарисовали, у нас на ужин индейка, салат и чай. Мы изобразили именно это, потому что в основном индейка символизирует дружбу в семье. Чай с чужими, как говорится, не пьют. Ну и салат для здоровья полезен. Итак, я представляю семейный бюджет общий 25 тысяч тенге. Из-за этих часов мы должны потратить на 3 главных товара. Коммунальные услуги, продукты и промтовары. На продукты мы купим обязательно самые главные компоненты: хлеб, молоко, яйца, колбаса, сыр, а это все выходит 13 тысяч тенге. Промпродукты – это химические составы, которые можно следить за своей гигиеной. Мыло, шампунь, порошок и ароматизатор. Это все выходит 7 тысяч тенге. Коммунальные услуги. Самое главное 4. Свет, вода, отопление, газ. 5 тысяч тенге. На всю семью, да? На всю семью. Такое видение у мужской половины, да, смотрите, справляется мужская половина, я могу сказать на 100%, с семейным бюджетом полностью, да, смотрите. Молодцы. Так, теперь послушаем наших девочек. Счастливый случай. Хочу рассказать вам про один из счастливых случаев моей семьи. Получается, мне было лет 5 где-то, и тогда на каналах шла программа «Аружан Саим» вроде, насчет малышей какая-то программа. Тогда шел конкурс, и нужно было спеть. Спеть мама должна была не одна, а с ребенком. Мы тогда сразу же с мамой позвонили, я была тогда совсем маленькая, хорошо помню, и спела песню «Мамонтенка». И именно благодаря этому мы с мамой выиграли годовой запас памперсов, хотя мне было 5 лет, он мне не нужен был, и путевку в Турцию. Конечно, в Турцию мы не полетели, но памперсы получили. Здесь написано меню на семейный вечерний ужин. Для начала мы приготовили очень вкусный и полезный овощной суп. Дальше идет приготовленный с любовью мясной пирог. На десерт у нас будет мамины фирменные блины со сгущенкой и вместе с горячим чаем. Мне было дано задание распределить финансы моей семьи. Ну, правда, я, конечно, еще не совсем знаю, как это все делать, потому что не зарабатываю денег, и, как родители часто говорят нам, ты не знаешь цену деньгам. Так что, это мое видение, когда я вырасту, тогда действительно пойму. Я считаю, что большая сумма идет именно на коммунальные услуги, потому что, очень важно следить за собой. Это, как правило, этикета. Затем, представим, что у нас довольно низкие цены в стране, и, мы потратим, примерно 5000 на продукты питания, мясо, молоко, сладости, все то, что... Мясо уже почти 2000 килограмм. Условно. Затем бытовые услуги, мыло, там, гигиенические средства и остаток на одежду. Там на какую одежду? Там останется столько, может даже на колготки не хватит, наверное. Здесь 10 тысяч осталось. Так что вполне на обувь хватит. Одну пару для мамы. Itu в первую очередь только это маме. Потом это уберет, нет? Адам өмірдің ең қымбат жан бізде ата-анамыз, да? Ата-анамыз үшін балалардың орны өте ерекше, мәні өте зор. Қазіргі жасөспірімдер мақсаты ата-аналарды сыйлап, қадірлеп, қастерлеп және өмірлерінің соңына дейін балалық парыздарында өтеу деп білеміз. Қазір барлықтарыңызды оқушылар, қонақтар экранға назар аударуларыңызды сұраймыз.
Что это? Воробей. Что это? Отец, я же только что сказал, воробей. Что это? Это воробей, отец, воробей. Воробей. Что это? Почему ты все время спрашиваешь? Сколько я тебе могу говорить, что это воробей? Как ты не можешь это запомнить? Ты куда? Громко. Сегодня я со своим маленьким 3-летним сыном гулял в парке, и перед нами сел воробей. Мой сын спросил меня 21 раз, что это? И я ответил 21 раз, что это воробей. Я обнимал его каждый раз, а он спрашивал меня снова и снова. И я вовсе не сердился на своего маленького любимого мальчика. Сказал старцу: «Батюшка, родители мои все плачутся да бормочут. Видно, от старости ум за разум заходить начал. Как мне переносить это? Не отправить ли их в богоугодное заведение?» «Понимаю, брат, трудно», — покачал головой старец. «Но вспомни, когда ты был в Люрке, ведь тоже день и ночь хныкал и большим умом не отличался. А отец с матерью тогда брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью, и скорее бы с жизнью расстались, чем с тобой». Алдарыңызда мектебіміздің әншілері Ермұхамед пен Айның орындауында ән.
оған ақыл кеңес берумен ғана шектелмейді. Тәрбие тұрмысты дұрыс ұйымдастыра білуде балаға әркімнің өз жеке басар үлгі өнеге көрсетуінде деген болатын. Тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу отбасы мен мектептен алған үлгі өнеге жиынтығының жемісі болып табылады. Осымен бүгінгі шарамыз өз мәресіне жетті. Ребята, сегодня мы познакомили вас с какими-то определенными азами будущей семейной жизни. Возможно, что-то для себя вы сегодня извлекли. Скажите, ответьте на мой вопрос, в чем секрет семейного счастья? Как вы думаете? Любые ваши мнения, любые ваши суждения приветствую. Прошу. Девочки, мальчики. В чем секрет крепкой семьи? Прошу. Доверие. Уделять внимание, заботиться друг о друге. Что-то новое вы сегодня услышали для себя, извлекли, что-то совсем такое, чего не знали. Мальчишки говорят в большей степени, да? Что нового сегодня? Каждый момент узнаешь все ближе и ближе, понимаешь всю их ситуацию, о том, что они тебя любят, и того, что они хотят только давать тебе только лучшее. Сөздеріңізді көргенімді кешірім сұраймын. Мен мына балаларға, ұлдар мен қыздарға бөліп отырған екенсіздер, жеке сұрақ қояйын. Бола ма? Қыздар бола ма? Сіздерге сұрақ, қыздарға. Неге мынандай қысқа юбка киесіздер? Ұлдарға сұрақ, осындай юбка киген қыздарға қандай көзқараспен қарайсыздар? Міне подростковый жастасыздар, уже ақ пен қараны ажыратып жатқан жастарсыздар. Жастарыңыз уже 9-дан 9-шы сыныпта да отбасы құрып жатқандар бар. Сол себептен сұрақ қойып жатырмын. Өзім 3 баланың анасымын, бірақ қызым жоқ. Болашақта қызым болса, сол үшін сұрақ қойып жатырмын. Я не вижу здесь коротких писем. Нет, сейчас вот непосредственно не оговаривают вас, спрашивают, как вы относитесь, можно ли носить короткие юбки, и как на это реагируют мальчики. Хорошо, пожалуйста. Да-да. Есть определенная длина, как бы, да, офисная, можно сказать, чуть-чуть выше колес. Да. Но когда уже прям совсем вот так, ну это неприемлемо. Но это девочки самые делают. Мы просто не носим такие юбки, мы не знаем. А сіздер университетте оқып жоқсыздар. Бұл орта мектеп болғандықтан қыздарға Хорошо. Нет, ну вот так готовы ответить, да? Хорошо, да. Негізі ұлдарға келсек, ұлдарымды өзінен көбісін істейді ғой, кейбір ұлдарға мүмкін айтатын шығар, кейбірлері ата-анасы қалай тәрбие береді, солай да өздері ойлайды. Мысалы, кейбір ұлдарға ол ұнайды қыздардың солай келгендері, ол оны тәрбиеге байланысты, кейбірлері ойлайды ол ұят деп, ол ұлдың өзіне де әке-шешесін берген өзінің айтқанына да көбіне соған байланысты деп ойлаймын. Ол әрине үйдегі тәрбие ғой. Бірақ енді мынау сұраққа қалай жауап бересіз бе? Сіздің пікіріңіз қандай? Осында қысқа юбкалар киіп. Мен әрине оған қарсымын, өйткені ол ұят. Ертең сіздің қарындасыңыз болады мысалы. Болады, иә. Жоқ, мен қарындасым жоқ. Болашақ жарыңыз да сол мысалы. Иә, мен қарындасым жоқ, бірақ қарындасым болса, мен оған өте қатал қараймын деп ойлаймын да өзім. Өйткені інім бар, інім ол қарындас сияқты емес, оған болады. Оның жөні бөлек, жөні бөлек. Сол себептен қыздарға айтатыным, кішкене болса да кішкене юбкаларыңызды төмендетіп киіңіздер. Бұл орта мектеп. Мен директор емеспін, мен қарапайым ата-анамын. Бірақ мен сізге үйретіп жатқан жоқпын. Как ата-аналарыңыз ретінде айтайын, кішкене болса да сантиметрді түсіріңіздер. Ол болмайды. Бір, мұсылмандыққа болмайды. Екі, қыз болғандықтан, қыз бала болғандықтардан болмайды ол. Мен айтайын, мен басымнан сол кінә кетсін. Сол үшін айтып жатырмын. Бұл жерде сұрақ қойылсын, қойылмасын. Мен ойлап жатырмын, осы кісі ұсынысы өте орында. Енді класс жетекшілері бар, әртүрлі класстардан. Екі балалардың ата-аналары бар, отбасы бар. Осы мәселені Галия Батаева Жанар Селекұлы тағы бір көтеріп, әдейі мынау сұрақ
Жоқ, тәрбие деп жарыстырып, сол қойып жатыр. Сен өзі анасы, 3 баласы бар, бірақ ер бала дейсіз ба? Үшеуі де ер бала. Ертең менің балдарыммен бірге оқып жатырсыздар. Рахмет. Так, еще вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. По желанию. Құрметті ұстаздар, дорогие дети, прекрасный урок, такой классный. Да, даже нам, наверное, что-то есть, да, то, что вы говорите, ваше мнение, мы будем прислушиваться к вашим словам. И самое главное, знаете, что вас любят родители. И вы всегда нужны родители. Вы прекрасные дети. Спасибо вам за урок. Ребята, а у вас будут вопросы к родителям? Да. Но не обязательно, что это непосредственно ваши родители. Они тоже родители чьих-то детей. Ферханас Барман. Да, пожалуйста, конечно. Ну, как вы считаете, как можно построить здоровые отношения между родителями и ребенком? Быть открытым. Всегда быть открытым. Больше общаться. Өтірік сөйлемеу керек. Не жағдай болса да, өтірік сөйлемеу керек. Не надо обманывать. Өтірікті өтірік жалғайды. Бір өтірік айтасың, екіншісі кетеді. Үшіншісі тоже соны жабады. Бір басталып кетсе, бір басталып кетсе кетеді. Содан үлкен не басталады. Сол себептен өтірік самый главный. Әке-шешеге өтірік айтпау керек. Сосын артынан енді жауап беретін жұмысшы болмай, әкесі көретін бір бағымыз. Сосын ұялып отырады ол әке-шешелер. Біз қар болғанда снеговеттерді айтамыз ғой, бұлай айтады бұлай. Девочка, да, пожалуйста. Да. Сейчас родители последовали ответ, что надо быть открытым. Ну, вот, например, в начальной школе и даже сейчас, когда я вижу взаимоотношения между родителями и ребенком, очень часто присутствует старший пример должна слушаться. То, что вы воспитываете нас таким образом, то, что ваше мнение, оно правильное. И тем же временем вы хотите, чтобы мы были с вами открытыми. Как мы будем с вами открытыми, если вы постоянно навязываете свое мнение, и как бы, когда мы пытаемся что-то наверное, для 90% родителей вот это относится, потому что все родители считают, что они такие крутые, жизнь прожили, и ты должен делать так, как я тебе скажу. И никто никогда не задумывается, что у наших детей есть свое мнение, к которому тоже иногда надо прислушиваться, и которое иногда бывает правильнее, чем наше. Поэтому нам нужно обязательно к вам прислушиваться. Ирина Васильевна, председатель иногда. Значит, 99% получается правильно родители, только 1% какой-то дети, да? Я в процентах не сказала. Ойларыңызды айтып жеткізуге әрекет жасаңыздар. Ол 100 жерден мамаңыз, папаңыз запрет қойып жатса да, бәрінше ол жоқ, сенікі дұрыс емес, менікі дұрыс деп ата-аналар шығады ғой. Ондай ата-аналар бар. Сондай кезде по-любому өзіңіздің ойыңызды айтуға тырысыңыздар. Мен көп балалы ананың ортасында өмірге келдім, 6 баланың 3-шісімін. 6-ауымыздың да аузына жауып болатын. Бірақ мен өсе келе сіздердің жасыңызға жеткенде әкемді өзіме қаратқан қыз болдым. Сенесіздер ме соған? 6-ауымыз сөйлей алмаймыз. Әкем ұрыста болған кісі сөйлетпейді ешқайсымыз. 5 қыз, 1 ұл болып отбасыда. 5 қыз да сөйлемейді, ұл да сөйлемейді. Әке-шешеге қарсы шықпаймын. Бірақ мен жаңағына қыздың айтқандай, мнениямды тыңдамайды ғой. Ол өзінікін вечер прав етеді дегенде, а мен өзімнің мнениямды соған жеткізе білдім, қалай да болса да. Вот сол кезде менің әкем қазір қайтыс болып кеткен, ол кісі жоқ, 3 жыл болды. А бірақ кетер алдында айтты маған, сен бәрібір өзіңдікін айта білдің, дұрыс батыр қызсың сен деп. Сол себептен сіздер де өз мнениеңізді айтуға тырысыңыздар. Қатал болса да. Әкеңіз жас кезінде сізді кішкене еркелеткен шығар. Жоқ, бәріміз де еркелетті. 6-ауымыз да еркелетті. 5 қыз, 1 ұл болдық. Бәріміз де папамның айтқаны заң, әкеміздің, шешеміздің айтқаны заң болды. Бірақ ешкім не тос айтып жатса да, әкем жаңағы соңғы жұмыс істеп отыр. Бізде екінші ауысым болып балаларымыз келетін. Дұрыс. Так, мен бір айтып кетейінші. Дорогие ребята, смотрите, вот такие встречи нам, наверное, проводить не надо не тогда, когда с Министерства образования, с правительства спускает. Вот, проведите единый классный час Республики Казахстан. Они у нас и так проходят, правильно? В соответствии с планом работы, воспитательной работы, каждую неделю классные часы проводят
классных руководителей. Но вместе с тем, вот такое вот открытое, честное, вот, встречи, собрание, пусть это будет конференция, или коучинг какой-то, или же просто беседа, или дискут, мне кажется, не помешает. Здесь мы можем высказать свои точки зрения. Дети свою точку зрения, и надо успешно защищать. Родители пускай высказывают свои точки зрения и убеждать, что они правы. А вы должны отстаивать свою точку зрения и доказывать, что нет. В данном случае все-таки прав ребенок. Ведь недаром говорят, уста младенца глаголит истину двигателем до предшпаркой, да? Вот. Прислушиваемся же. Да. Вот. Дети, у них острее видение, они более восприимчивы, более ранимые. Мы уже немножко окрупневшие в нашей обыденной жизни. И вот смотрите, вот каждый день, вот утром вы выходите первая смена, да? Быстренько помылись, позавтракали, что успели, захватили с собой мусор по дороге, выбросили и бегом в школу, так? Потом, вот к этому времени вы заканчиваете первая смена, приходите уставшие, переоденетесь, пообедаете, а еще куча уроков. Только вечером приходят родители домой. А вам нужно еще дома прибраться, если есть возможность приготовить ужин. Но вместе с тем, вот этот процесс, посмотрите, не зря сегодня показали кувшин, правильно? Что? Чтобы это быт не взрослых, ни детей не затягивал, не втягивал. Чтобы мы не потеряли свое лицо, свое мнение. Вот мы должны, вот сегодня очень положительная, молодцы, хорошая у вас идея была, что является самым главным, что является в этой жизни горохом, что является в этом жизни песком, что является в этой жизни водой. И вот смотрите, во всяком случае, вот наша сегодняшняя встреча, у нас классный час, нас всех встряхнул и дает еще раз призадуматься. Когда посмотрели этот отрывок, когда папа сказал, если тебе 21 раз не встал говорить, а ты вот 3 раза сказал, уже рассердился. Уже сын, уже всех нас расстроил, правильно? Да? И когда лишний раз мы слышим от родителей, как дела, дочь, как дела, сын, я тебя люблю, я за тебя и жизнь отдам, ну, что, дай Бог, чтобы у тебя было все хорошо. Нам приятно же это слышать. А каково приятно родителям? Спросить с работы, когда он шел, вы не слишком устали, там, не слишком ли? Отдохни, сейчас я быстренько чайник подогрею, подогрею ужин. Полностью знаете этого, это в наших руках. Все равно вот это теплое. И когда приходишь домой усталый, без настроения, скажу на себе, внучата выскакивают вперед, и дети. И сразу смотрят мне в глаза. Если у меня глаза, они так выбегают и смотрят. Если я успел перестроиться, прежде чем зайти домой, так вот, хотя бы даже через трудности, вот так, веселую улыбку, и они дальше продолжают бегать, разбегать ими, а так, один до папа пришел. А если вдруг увидит холод в глазах, усталость, недовольство чем-то сегодняшним днем, знаете, они бегут, и вот так вот останавливаются на полшага. И дети до того восприимчивы, маленькие, 1,5 годика, и как будто бы, знаете, зачем уходит в сторону, дальше играется, взяла мяч и играется. А это режет по сердцу. Слушай, ты же отец, ты же дедушка. И вот ребенок бежал, ты холодно посмотрел, они очень восприимчивы. Все, она развернулась и не хочет, ей неудобно. И она как будто мячик взяла, игрушку и побежала дальше. И вот такое маленькое невнимание, и когда вы приходите со школы, расстроены там, не получилось там 5 или 3 вышла, или 4. Старайтесь в первую очередь этот удар перенести и не травмировать родителей. И вам, родители, как бы на работе не было, тяжело, трудно, приходят дети, всегда встречайте, звоните, спрашивайте на день по несколько раз. Напоминайте, что вы их любите, что вы есть, и что они у вас есть. Во всяком случае, я хочу сегодня всем сказать, в первую очередь, организаторам, вам, дорогие дети, вам, уважаемые родители, что вы очень неплохо подготовились. Это у нас не показательно, это просто всплеск души. Мы сегодня открыли сердца ненадолго друг другу.
Я смотрю, даже вы как с любовью подготовились. Я хотел бы сказать, кто вот подготовил такой семейный фотоальбом. Вот. Здесь вот такие вот даже вот руки. Вот здесь как построили дом, дерево, материалы. Вам, ведущим, большое спасибо. Я не хочу спрашивать ни у кого, понравилось вам или не понравилось. Я думаю, что такие встречи нужны. Согласитесь? Жақсы. Рахмет, бәріңізге. Всего доброго. Сейчас начинается вторая смена. Что желать? Как у нас сейчас вторая смена? Ребята, а теперь, пожалуйста, у вас на столах лежат цветные стикеры. Я очень прошу вас на обратной стороне написать пожелания каждой своей семье, чего вы себе пожелали, чего пожелали бы своим одноклассникам, пожалуйста. А потом вы сюда вот на это красивое дерево, которое на доске у нас висит, вы повешаете свои все стикеры. И такая маленькая просьба к сидящим девочкам, сидящим мальчикам. Когда вы сегодня придете домой, пожалуйста, обнимите каждый своих родителей крепко-крепко и скажите о том, как сильно вы их любите. Спасибо. Здесь ваши пожелания. Ну мы тоже туда и Спасибо. Молодцы, вы сейчас. Вот, девочки, Мы с вами попробуем построить формулу счастливой семьи. И сейчас вы в группе выполните задание. Задание у вас на столах, пожалуйста. Откройте, прочитайте. Вот если нужно вам средства рисования. И пока вы готовитесь, у нас музыкальная пауза. Послушаем песню в исполнении Асылжана Кадырниязова. Сам ключи. Prosper il vento sulle mare
Так, ну что, мы готовы? Пожалуйста, первая группа. Выходите. Я должна была завершить предложение. Добрые поступки – это добрые дела. Добро – это спокойствие души и мир. Добро ассоциируется с миром, с семьей. Добрый человек похож на солнце облако. Хорошо, спасибо большое. Действительно, мы должны быть примером для своих детей и показывать пример для того, чтобы учить их тому, как именно, какие поступки добрые совершать. Ведь делать добро другим – это очень здорово, хорошо. Спасибо большое вам за ответ. Так, вторая группа, пожалуйста, вы готовы? Слушаем вас. У вас задание определить, дать определение словам помощники и враги. Помощники – это доброта, позитив, трудолюбие, вежливость. И враги – это агрессия, вспыльчивость человека. Хорошо, спасибо. А какие качества вы цените в людях? Скажите, пожалуйста. Вы все можете помогать. Доброта. Честность, отзывчивость, открытость. Хорошо. А вот в современных детях какие качества вам больше всего нравятся? Какие больше присутствуют? Помогайте группу. По-разному, качества разные проявляются. Например, если брать среднюю школу, начальную, это, наверное, открытость, доверчивость, доброта, да. Если дети постарше, умение отстаивать свое мнение. Да. Все? Спасибо большое. И третья группа, ваше задание. Вы должны были создать добрые советы. Мы советы написали здесь, у нас такие большие получились. Хорошо, слушаю да, вас. у нас добрый совет помощника в воспитании ребенка. Ну, я говорю, я как-то старая, самоопытная, да? Так, в первую очередь, я, да, свое мнение скажу, это слушать ребенка. Мы должны слушать всегда детей. Чаще обнимать детей, чтобы они нас чувствовали, тепло тела. Говорить приятные, добрые слова. Чаще хвалить ребенка, быть другом своего ребенка, говорить слова благодарности. То есть не только дети должны нам благодарны быть, но и мы также должны благодарить. Что у нас есть? Так, ты лучше делаешь, чем я. У тебя все лучше получается. Ну, то есть тоже похвала, да, получается? Хвалить ребенка и верить ребенка. Верить в ребенка, верить в детей. И свою веру передавать им, да, что вот я верю в тебя, у тебя все получится, ты молодец. Спасибо. Я тоже родитель, да? Я бы здесь хотел подавать. Вот, я замечательно сказано. Вот я хотел чуть-чуть бы уловить, видите, уловить слово слушать ребенка, да? Ну, слушаем же детей. Это один вариант. А слышим, что они говорят и что они хотели сказать. Мы часто торопимся, пожалуй. Мы часто что-то много не успеваем. Слушать мы их слушаем, казалось бы. А вот слышать это совсем разные вещи. А ведь он совсем другое, что хотел сказать. Да даже у взрослых, между собой муж, женой, там, или еще. Слушаем и не всегда понимаем, что он говорит. Что он хотел сказать мимикой. А ведь ребенок пытается прям до нашего сердца дойти, он все и мимикой, и жестами пытается что-то объяснить. А иногда вот так он сказал, вроде не услышали. Услышали, и самое главное, не поняли, что он хотел. Я вот очень хочу сказать слова благодарности, когда второй дорогой, а это хорошо на борьбу. Вот я смотрю, немножко перестали, сегодняшние дни отличные с 11, когда пораньше пришли. Вот представьте наши учителя. До обеда, 6-7 уроков различных. После обеда столько же. И вот вы побывали на 2 мероприятиях, да? А ведь учителя и ученики ваши сидят
весеннее мероприятие. И не просто принимают такое вот, вроде более свободную часть, а еще и задание сделать, самому до конца решать. Вот 40 минут для нас чисто пить, и 40 минут чисто пить, достаточно сложно. Так что цените своих детей, поддерживайте их. Вот то, что вы сейчас сказали, слова, вот, не забывайте об этом. Ну, это мы слова из... Сегодня, вот, действительно, мы же все вместе были, да, с этим кувшином. Какой получить? Зерна мы должны отделять от, допустим, камни, песок, горох и вода. Да, жизнь быстротечная, как вода, и не успеваешь. Замечательно. И вот здесь вот так очень тонко вы рассматриваете те вопросы, которые подходят. И знаете, ведь сердце вам подсказывает ответы, правильно? Не надо заглядывать в шпаргалки, ничего не ищем. Но из-за из разных вот человек отвечает, и очень много нам что-то хочется добавить. Ведь из этого складывается весь смысл ответа, полного ответа, наверное, да? Я хочу вот сегодня от имени ПАП, что именно как себя лично, что просто большое спасибо всем вам. Но вы еще продолжаете работать, что правильно? Сейчас мне нужно сделать звонок, сейчас 2 часа еще больше. Или у вас часы спешат? Нет, все же сейчас. Я уже 23. Без вас жилка, да? Вот у нас жизнь так спешит. Извините, пожалуйста. Можно вас попросить общее фото с родителями? Ну, вот так вот. Бақыттың құшағына батып кеткен секілдімін, Алланың берген ризығы болсын шүкірлігім, рахмет. Жаным сыйға тартқаныңа жұмақты, ұмытылмайды күн біз үшін қалсын тұрақты. Әлемдегі бақытты әке атанғаным үшін, әлемдегі бақытты ана атанғаның үшін, әлемдегі бақытты отбасы атанғанымыз үшін Аллаға сансымадағы сансыз шүкір. Сендер үшін өмір сүруге уәде беремін, жүздеріңнен күлкі кетпей болсын қызымның дегені. Періштедей күлген даусың құлағына кетпесін, жылағаныңды естіп жүрегім ауырды сен үшін. Ауырмашы, жүзіммен алмашы күлкіні, Алла бұл ең бақытты күн. Сезіне білген жанға, бауырларға бұйыртсын отбасын әлі құрмаған, нәсіп етсін тек қана салиқалы ұрпақты ғана. Армандарым орындалып жатыр сенің бүгін, жүзіңнен тек ешқашанда кетпесін күлкің. Әлемдегі ең бақытты жан әкесі үшін, рахмет жаным, рахмет. Жүрекке құлпырған ару мінеки өмірдің есігін ашты, Аллахтың қалауымен бауырыма нұрын шашты. Сен бақытты әкесің, Мейрамбек бауырым, бақытқа лайықтысың ішіндегі тәуір. Сенің қуанышыңа біз ортақпыз, себебі көптің тағатсыз. Бақытты күнді аңсап 9 айды көп санапыз. Қалжың бауыр қызыңның бауы берік болсын, қыздың артынан ұл болып шаңырақ бақытқа толды сенің қызың болады, ол менің қызым. Тек қана күлкіден айрылмасын сенің жүзің, бақытты отбасы болуға лайықтысың. Шырқалатын әндер бүгін тек сіздер үшін. Армандарым орындалып жатыр сенің бүгін, жүзіңнен тек ешқашанда кетпесін